Здравствуйте, дорогие мои второклассники! Я очень рада снова приветствовать вас на уроке. Ребята, Марат и Айгуль сегодня пришли на урок с таким лозунгом: есть терпение, будет и умение. Спешите пословицу, поставьте ударение. Я вам тоже желаю набраться терпения, сосредоточиться и хорошо поработать на уроке. Тогда урок пройдет интересно и с пользой. Итак, начнем наш урок. Ребята, как вы знаете, Марат очень любит головоломки. Так вот вам головоломка. Внимательно прочитайте и найдите запутанные слова. Айгуль нашла слова слово, предложение, текст. Молодец, Айгуль. Значит, урок сегодня будет о слове, предложении и тексте. Тема урока – слово, предложение, текст. Значит, сегодня на уроке мы вспомним, чем связаны слово, предложение и текст. Вспомним, какие бывают тексты. Итак, начнем, ребята. Смотрите, какая красота, какая погода, солнце яркое, всюду цветет. Посмотрите, слова хотят поиграть с нами в прятки. Нам нужно правильно прочитать эти слова, и тогда они нам покажутся. Айгуль моя помощница. Первое слово за облаками. Может, белый? Правильно, угадали. Второе слово морковь. Молодец, Айгуль, правильно. Еще одно слово прячется за облаком. Это слово работать. Идем дальше, прочитаем слова, которые спрятались за солнцем. Красивый, правильно. Следующее слово дорога. Молодцы. Я вижу слова за кустами. Прочитаем. Что за слово? Полезный, прочитала Айгуль. Правильно. Следующее слово бегать. Правильно. А за деревом, конечно, это слово ученик и слово играть. Посмотрите, мы все слова нашли. Да, кажется, все, ребята. Обратите внимание, а почему Айгуль поделила слова на 3 столбика? Подумайте. Конечно, потому что в первом столбике слова предметы, во втором столбике слова признаки, в третьем столбике слова действия. Вы пишите в тетради слова предметы, поставьте ударение. Обратите внимание на написание этих слов и запомните их. Это словарные слова: морковь, дорога, ученик. Идем дальше. Мы с вами вспомнили, какие бывают слова. А теперь прочитайте и скажите, что мы прочитали. Вчера шел дождь. Ты покормил собаку? Приходите сегодня вечером. Очень интересная книга. Да, ребята, это предложения. Вспомните, в чем связь слова и предложения. Ну, конечно, из слов составляются предложения. Предложение – это слово или несколько слов, связанные между собой по смыслу. А какие это предложения по цели высказывания и по интонации? Вспомните. Вчера шел дождь. Повествовательное, не восклицательное предложение. Следующее предложение. Ты покормил собаку? По цели высказывания это вопросительное предложение, а по интонации не восклицательное. Следующее. Приходите сегодня вечером. Побудительное, не восклицательное предложение. И последнее предложение. Очень интересная книга. По цели высказывания повествовательное предложение, а по интонации восклицательное предложение. И как обычно, ребята, Марат принес нам головоломку. Посмотрите внимательно на текст, который он нам принес. Послушайте, я прочитаю. Ребята работают в школьном саду, девочки сажают вишни, мальчики чистят садовые дорожки.
Марат предлагает вам выписать третье предложение и выделить грамматическую основу. Марат, наверное, шутит, да, ребята? Мы видим только одно предложение. Но Марат утверждает, что это текст. А мы знаем, что текст состоит из нескольких предложений, которые связаны между собой по смыслу. Марат написал все предложения вместе, а нам придется поделить предложение и убедиться, действительно ли это текст. Итак, мы знаем, что предложение состоит из слов, которые связаны между собой по смыслу. В конце предложения ставятся знаки препинания. Вот как выполнила Айгуль это задание. Следите и сравнивайте. Ребята работают в школьном саду. Девочки сажают вишни. Мальчики чистят садовые дорожки. Как вы думаете, правильно ли Айгуль поделила предложение? Правильно ли поставлены знаки препинания? Да, ребята, Айгуль справилась с заданием. Она после каждого предложения поставила точки. Новое предложение написала с заглавной буквы. Выпишите третье предложение и выделите грамматическую основу. Проверьте. Кто? Мальчики – это подлежащее, выражено существительным. Мальчики что делают? Чистят. Это сказуемое, выраженное глаголом. Ребята, а как вы думаете, мы можем считать, что это текст? Конечно, да. В этом тексте 3 предложения, и все они связаны между собой по смыслу. А чего же тут не хватает? Конечно, мы должны озаглавить текст. Можно назвать текст «В школьном саду». А к какому типу текста относится этот текст? Конечно же, это текст сообщения, потому что в этом тексте сообщается, где что произошло. Отгадайте очередную загадку Марата. Вместо мельницы служу, как зовусь, не расскажу. Рожь, ячмень мелю в муку, кукурузники в крупу. Как вы думаете, что это? Что служит вместо мельницы? Вы, наверное, скажете, что это кофемолка. Нет, не угадали. Это не кофемолка. Это, ребята, джаргылчак. Вы когда-нибудь слышали о таком предмете? Проговорите джаргылчак. Сейчас я вам прочитаю про него. Читаем вместе со мной, ребята. Джаргылчак – ручная мельница кыргызов. С помощью джаргылчака в старину, чтобы получить муку, измельчали зерна ячменя, пшеницы или проса. Нижний камень джаргылчака не двигается. Зерна с горстками насыпают в отверстие верхнего камня и вращают деревянной ручкой. Готовая крупа сыплется на скатерть, постеленную под джаргылчаком. Интересно вам было узнать? Вот как наши предки добывали муку. Посмотрите. Ребята, а как вы думаете, к какому типу текста относится этот текст? Вспомните, такой текст, где идет рассуждение, объяснение или доказывает что-либо, называется текстом рассуждением. А теперь послушайте про необычного животного. Это забавное животное одновременно похоже на грызуна, кошку, обезьяну и инопланетянина. Обитает на Мадагаскаре. Зубы у него похожи на беличьи, и благодаря им он добывает себе питание на деревьях. И это, ребята, я вам прочитала текст описания. Описала, какой он. Вы по описаниям представили этого животного. Называется это животное ай-ай. Посмотрите на этого зверя. Забавный, да? А теперь делаем вывод. Текст состоит из предложений, которые связаны между собой по смыслу. Предложения бывают по цели высказывания повествовательными, вопросительными, побудительными, а по интонации восклицательными и невосклицательными. Предложение же состоит из слов. Слова же обозначают предмет, признак предмета и действие предмета.
мы знаем три типа текста. Текст сообщения, текст описания и текст рассуждения. Так как мы повторили все, что мы знаем о словах, предложениях и текстах, нас ждут преграды, которые мы должны одолеть своими знаниями. За каждый правильный ответ получаете по 10 сом, ребята. Зарабатывать будем деньги. В конце каждый посчитает, сколько денег он заработал. Итак, вперед. Составь из этих слов предложение. Проверьте. Ребята идут удить рыбу. Кто правильно составил предложение, получайте свою первую монетку. Второй вопрос. Дополни предложение подходящим по смыслу словом. Белка спрыгнула. Выберите правильное слово. Проверьте. Белка спрыгнула с ели. Получайте и еще одну десятку. Пошли дальше. Укажите группу слов, которую можно назвать предложением. Во дворе стоит. Мальчик читал книгу. Ученики видели дети. Проверьте. Мальчик читал книгу. Кто правильно ответил, получите еще одну монетку. Следующий вопрос. Определите, сколько предложений в тексте. А теперь проверьте. Ярко засветило солнце, зазвенели ручьи, прилетели грачи и скворцы, расцвели подснежники, спорхнула первая бабочка. Всего 5 предложений. Кто правильно определил, забирает в копилку и еще одну монетку. Выберите признаки текста. Одно предложение. Проверьте. Конечно, этот признак не подходит к тексту. Второе. Несколько предложений. Это признак текста? Проверяем. Да, текст состоит из нескольких предложений. Следующее. Предложения не связаны между собой. Проверяем. В тексте предложения обязательно связаны между собой. И последнее. Есть главная мысль и тема. Проверяем. Да, в тексте имеется главная мысль и текст имеет тему. Кто правильно нашел признаки текста, поздравляю. Забирайте следующую монетку. Ну а теперь прочитайте этот текст и определите, к какому типу относится он. У меня есть компьютер. Друг он мне или враг? С одной стороны, я считаю, что компьютер мой друг. Во-первых, это развивающие игры. Во-вторых, это источник информации. С помощью интернета можно пообщаться с друзьями. Как вы думаете, какой это текст? Проверьте. Конечно же, это текст рассуждения. Смогли ответить? Тогда получайте монетку в копилку. Следующий текст. По виду рысь на кошку похожа, только крупная. Она плоская с боков, в груди узкая, только лапы толстые, сильные, мех густой с пятнами. Определите тип текста. Проверьте. Это текст описания. Этот текст описал рыся. И последний текст. Около дома росла маленькая яблонька. Налетел сильный ветер. Он стал крутить и ломать деревце. Дима принес колья. Он подвязал яблоньку. Яблонька была спасена. К какому типу текста вы отнесете данный текст? Проверим. Текст сообщения. Конечно, в этом тексте рассказывается, где, что, когда произошло. Ну что же, пришло время посчитать наш капитал. Марат разбил копилку Айгуль.
Давайте посчитаем, сколько монет заработала Айгуль. Займемся математикой. Если у нее 8 монет по 10 сом, то у нее, правильно, 80 сомов. И вы посчитайте. Если вы собрали столько монеток, сколько и Айгуль, то вы молодцы. Это значит, что вы были внимательны и старательны на уроке. Ребята, а вы умеете правильно распоряжаться своими карманными деньгами? Этому, ребята, тоже надо учиться. Тратить надо деньги только на полезные. Что ж, пришло время прощаться. На этом наш урок подходит к концу. Желаю всем удачи во всем и говорю всего вам доброго.